Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для рыб. Посмотрим основные события на колоде Таро. На колодах Ленорман посмотрим отношения, работу. И на колоде Цыганский оракул посмотрим деньги и совет. Посмотрим сначала основные события. Самое главное, что будет происходить на этой неделе. Выпадает карта двойка мечей. Отношения. Одна карта для тех, кто ищет партнера. Одна карта для тех, кто в паре. Карта для тех, кто в ссоре. Посмотрим работу для рыб. Тоже три карты. Карта для тех, кто в поиске. Карта для тех, кто уже стабильно работает. Карта для тех, кто имеет свое дело. Финансы. Для тех, кто работает, одна карта. Для тех, у кого свое дело, совет. Так, достану еще одну карту к Таро, потому что у нас уже выпадала такая карта, чтобы посмотреть, чем отличается у нас, да? Так, вот еще одна карта, восьмерочка жезлов здесь. Итак, будут действительно ситуации на этой неделе очень противоречивые. Но карта говорит о том, вот рядом соседняя карта говорит о том, что вы можете принять решение, и тогда у вас весь процесс запустится и будет происходить как бы сам собой. То есть удача придет в вашу жизнь. Если это касается отношений, это удача в отношениях, да, это действительно вот все ладится, происходит все как нужно. Событий много, все события вам на благо, все события как-то улучшают вашу ситуацию. Это выход из кризиса, это выход из какой-то сложной ситуации, это удача, успех и все прочее. Карта, когда события очень быстро развиваются, и они как бы у нас уже есть какое-то понимание, как мы действуем, мы запускаем этот процесс, и дальше он уже идет сам собой, да, то есть уже не требует наших усилий. То есть очень важно на этой неделе быстро принять решение. Очень важно не засиживаться, не задумываться. Если у вас есть какая-то противоречивая информация, эта карта говорит о том, что вот с помощью разума вы не можете принять эту информацию, это решение, значит, вам нужно воспользоваться интуицией, да, Луна нам об этом говорит. То есть слушайте свое сердце, слушайте свою интуицию, закройте глаза на внешние проявления и смотрите внутрь себя. И тогда вы выбираете то, что вам приходит от сердца, и сразу запускаете вот тот процесс, на который вы не решались, да, и у вас сразу удача приходит в вашу жизнь, начинается реализация всех ваших проектов, тут исполняются желания. Посмотрите, здесь у нас река, да, это связано с прошлым, может быть. Если в прошлом что-то не решалось, может решиться. Если, допустим, у вас какие-то цели были важные, далеко идущие, начинают реализовываться. Также здесь у нас, посмотрите, на другом берегу есть как бы строения какие-то, да, то есть могут решиться вопросы какие-то с недвижимостью. И всем, что касается недвижимости, дома, общения с близкими людьми, здесь могут быть какие-то продвижения в карьере, может быть получение дохода сразу с нескольких источников и так далее. То есть все зависит от решения от вашего. Придется здесь вот действовать не так, как вы привыкли, а действовать, доверив собственной интуиции, собственному сердцу, принять решение. Отношения для рыб. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта Гроб, и она говорит о том, что могут происходить вот такие трансформации. Карта говорит о том, что
вы можете наконец-то покончить со своим одиночеством, либо поменяются как-то ваши взгляды на жизнь, взгляды на мужчин, на женщин, на брак, на семью, на детей и так далее. Да? То есть у вас здесь действительно, если вы были в одиночестве, значит у вас начинается период, когда уже по судьбе может к вам прийти партнер. То есть вот эти все преграды, они снимаются. И это происходит вне зависимости от вашего желания. Это просто у вас наступает такой период в жизни. Именно вот с этой недели. Для тех, кто в паре, здесь замечательная возможность для того, чтобы как-то неожиданно разрешить какую-то ситуацию сложную. Допустим, что-то вам было непонятно, да? Не могли понять друг друга, не могли решить какой-то важный вопрос, не могли договориться. Может быть, кто-то вмешивался, да, в ваши отношения, причем тут даже не один человек может вмешиваться. В общем, такой у вас был раздрай. Карта говорит о том, что прямо неожиданно может наступить разъяснение или какая-то ситуация обостриться, а потом ее можно будет решить. То есть, знаете, вот несколько путей решения. Неожиданно может вопрос какой-то начать решаться, да, то есть вот здесь вот именно неожиданные ситуации, которые, кстати, тоже по судьбе происходят. Вот так же, как у тех рыб, которые ищут партнера, у них по судьбе происходит изменение, точно так же и в паре тоже происходит по судьбе. Здесь у нас тоже вот причинно-следственные связи начинают действовать, то есть то, что вы заложили ранее, оно начинает сейчас проявляться. Если вы старались, если вы вкладывались в отношения, значит, ответ будет положительным, да, судьбы. Если же вы в чем-то напортачили, то, конечно же, придется это осознать. И, кстати, здесь вот можно исправить все только одним осознанием. То есть можно даже отменить ситуацию какую-то сложную, критическую, если вы заранее подумаете, в чем вы, допустим, как бы промахнулись в отношениях, и даже просто вот это одно осознание поможет вам ситуацию какую-то сложную, неожиданную, критическую отменить. Но в любом случае вот эта карта говорит о том, что есть ключ к решению ваших вопросов, да, то есть вы можете как открыть дверь в отношения, так и закрыть. Все зависит от вас, от вашего понимания, осознания. И причем вот это действие, оно будет очень серьезно сказываться на вашей последующей жизни. Поэтому нужно прежде подумать. На этой неделе очень все как бы критично, важно и так, с дальним прицелом, с таким. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта звезды, конечно же, повезет. Будет возможность договориться, встретиться, созвониться. В общем, здесь вот может такая романтика, да, наступить для вас. Причем это довольно-таки неожиданно может произойти. Давайте посмотрим, что ждет рыб в работе. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта письмо, но это однозначно либо подписание уже документа какого-то, либо информация нужная придет, которая позволит вам продвинуться в этом вопросе. Также карта говорит о том, что нужно много коммуникаций, много звонков, много общения, много знакомств, связей, бумаг разных, да, разной информации. Все это нужно перелопатить на этой неделе, если хотите достичь цели. Либо, если вы уже все это сделали, то уже получите результат. Для тех, кто работает, выпадает карта женщина, и эта карта говорит о том, что все может быть переменчиво. Вы стараетесь, чтобы у вас в работе был не только как бы толк в плане финансов, да, но вы хотите, чтобы вам нравилось работать, чтобы вы выполняли работу от сердца, чтобы вам было комфортно в коллективе, чтобы вас уважали, чтобы к вам относились вот соответственно вашим заслугам. И вы действительно можете на этой неделе получить все это. Карта замечательная. Здесь вот девушка у нас изображена на фоне леса. Да? Здесь у нее такой трон. Здесь деревья такие вековые, олень. В общем, такая дикая природа. Карта говорит о том, что вы можете проявлять какие-то скрытые способности, таланты. Вы можете, допустим, начать обучение, которое их раскроет у вас. Да? Вы можете новый опыт приобретать.
Вы можете действительно получить признание вот за счет того, что вы можете делать что-то не так, как другие. Причем это заслуженно, да, такое квадратное кресло, то есть вы уже это отработали, это у вас уже может быть и ваш опыт, а может быть это что-то новое. Причем то, что вы на этой неделе начнете делать, возможно, будет вас поддерживать долгие годы, да, то есть станет вашим основным источником дохода, вашей основной работой и будет доставлять вам удовольствие. А теперь для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта букет. Конечно же, здесь много приятных будет минут, связанных с работой. Будет и доход хороший, будет удовольствие в работе, будет благодарность от клиентов. Скорее всего, тут будут какие-то праздники, связанные вот с 23 февраля, возможно, да, то есть здесь вот действительно такое праздничное настроение у вас, и у ваших клиентов, и все это вы используете вот для того, чтобы заработать. В общем, здесь такое полное удовлетворение. А также карта говорит о том, что должна быть обязательно ответственность с вашей стороны за ваши услуги, да, за то, что вы делаете. То есть вот карта рекомендует, допустим, если вы какую-то услугу оказываете, нужно давать какой-то гарантийный срок, да, для того, чтобы вот ваши клиенты были уверены в том, что вы действительно мастер, профессионал, и вы таким образом можете больше привлечь людей вот для того, чтобы оказать им какие-то услуги ваши. Также карта связана вот с красотой, со всем, что ну, в общем, с праздничными какими-то там товарами, с отношениями и так далее. Вот если вы такую деятельность ведете, то успех обеспечен вам здесь. Все, что связано с красотой, с отношениями. Также эта карта еще может говорить о каких-то подарках. То есть вам судьба может сделать подарок какой-то. Какой-то клиент может появиться, который будет как бы такой большим вкладом, да, в ваше дело. Может быть, какой-то быть договор, может быть, новый будет партнер какой-то, ну, появится на этой неделе. То есть здесь вот действительно очень хорошие перспективы. Самое главное, что вас это все радует. Также карта говорит о том, что для вас наступают счастливые времена. Вы какие-то важные свои цели исполняете. Финансы для рыб. Для тех, кто работает, выпадает карта дом. Надо же, опять все повторилось. Прям вот уже был точно такой расклад, хотя перемешивали карты. И даже изнутри доставала с разных мест. Ну, просто удивительно. Вот смотрите, у тех рыб, которые уже, вернее, которые работают, у них есть возможность получения дохода дополнительного на дому. Может быть, откроется какое-то новое направление у вас, вот дополнительного заработка. Видите, здесь такая дверь, вход, да, и там тень. То есть то, что вы еще не знаете, то, что для вас новостью является. Причем вы в этом можете подняться довольно-таки высоко. Прям даже организовать, может быть, свое дело можете, да, то есть дополнительно к работе пока что, а потом, может быть, даже это станет вашим основным доходом. То есть если у вас есть какое-то хобби, которое вы можете превратить в деньги, нужно пробовать. Для вас это действительно будет такой опорой. Вы сможете ни от кого, ни от чего не зависеть. Так вообще могут быть, кстати, получение денег и вот как зарплаты. Для тех, кто занят своим делом, у вас здесь очень хорошие доходы, причем неожиданные доходы, может быть, даже какие-то старые источники дохода уходят, а появляются новые, еще лучше, еще больше, да, может быть, какие-то старые клиенты уходят, новые появляются, но в любом случае у вас здесь и перемены, но перемены к лучшему. И вы прямо-таки стараетесь успеть за этими переменами. Теперь совет для рыб. Карта говорит о том, что нужно уничтожить все, что вас мучает, беспокоит, все, что заставляет вас переживать. Нужно действительно как бы сжечь это все, да, на пламени, вот, ну, короче, в своей памяти. Карта говорит о том, что то, что происходит в нашей жизни, оно все равно не забывается. Вот здесь у нас такие вековые деревья говорят о том, что
Эта память, она сохраняется в нашем подсознании. Но чтобы каждый день об этом помнить, этого совершенно не нужно. То есть память, она и так сохраняется. Но нужно жить сегодняшним днем. И если у вас какие-то сложности происходят, какие-то трансформации, вот какой-то сложный выбор у вас здесь, да, либо в отношениях что-то происходит, у вас обязательно должно быть настроение на развитие. В прошлое не смотреть, смотреть только в будущее и радоваться настоящему. Благодарить то, что было, за опыт, за какое-то понимание жизни, да, и начинать двигаться вперед. Вот это замечательная карта для того, чтобы начать что-то новое. Заканчивается один период, начинается новый. Эта карта, она подобна десятке мечей, да, когда мы действительно уже закончили все дела, и уже больше нам тут делать нечего. Да. Нас ждет будущее, нас ждет новый этап, новый уровень, повышение, улучшение и так далее. Друзья, желаю прекрасного настроения, желаю замечательного праздника. Всего вам доброго, до новых встреч.